Юрий Николаевич, здравствуйте. Навигация для Якутии – это такой вот один из главных периодов. Все-таки доставляется не только топливо для котельных, еще куча различных других грузов. А каковы вообще цифры этого года? Сколько планируется доставить грузов? Ну и вот такая вот общая информация. Как вообще проходит навигация 2015 в Якутии? Добрый день, уважаемые коллеги. Я отмечу, что общий объем завозимых грузов в республику составляет 1 миллион 451 тысяча тонн. Это именно для нужд жизнеобеспечения республики. Значит, это меньше, чем в прошлом году на 120 тысяч тонн. С учетом того, что на Вилюйскую группу районов у нас, Вилюйск, Верхний Вилюйск, порядка 80 тысяч тонн было завезено больше, это стройматериалы с учетом строительства объектов. Но в этом году надо отметить, что у нас более чем на 600 тысяч, это помимо 1 миллиона 451 тысячи грузов, значит, дополнительно, получается, завозят трубу для строительства газопровода, значит, «Сила Сибири», «Газпром». Вот. В целом, если взять объем завозимой продукции, он составляет порядка 3 миллионов тонн на территорию республики и с учетом, значит, депонационных запасов. Поэтому надо отметить, что в целом доля республики, она на этот год, конечно, сформирована выше. Значит, АМГА и Вилюйская группа районов по завозу угля в этом году, значит, отработали довольно хорошо. На АМГУ из плана 51 тысяча тонн завезено 41 тысяча тонн угля. Значит, это в прошлом году, если было завезено всего 5 тысяч, но Амга и Вилю – это быстро мелеющие реки, поэтому в первый тур навигации, значит, правительство все усилия прикладывает для того, чтобы обеспечить именно вот эти реки. По рекам Алдан и Лена на сегодняшний день отгрузка идет в плановом режиме. Значит, ведется опережающий завоз угля для нужд Алекминского, Кобяйского, Жиганского и Тампонского районов. План завоза по реке Алдан составляет 90 тысяч тонн, из которых уже отгружено 81 тысяча тонн. По реке Лена план завоза по навигации составляет 883 тысячи тонн, отгружено 508 тысяч, значит, и доставлено 414 тысяч тонн. То есть более чем 50% у нас уже отгружено и фактически доставлено до мест назначения. Вот. Но в целом надо отметить, что все плановые объемы, утвержденные правительством Республики Саха-Якутия на сегодняшний день, значит, исполняются в плановом режиме. Вот. Ну и навигация и первый тур, и сейчас начинается у нас второй тур, в том числе и арктическая навигация, тоже идут в плановом режиме. Ну тут, да, такой вот очень интересный вопрос. Получается, вот на АМГе, на Вилюе буквально на днях навигация завершилась. Вроде бы все доставили, а опять же на той же Ниндигирке, наоборот, приостановили навигацию. Вот, что делается вообще в таких ситуациях? Остается только ждать, когда вот поднимется уровень воды, и вообще как можно спрогнозировать подобные ситуации? Сегодня ряд факторов, из которых складывается как раз навигация. Во-первых, значит, это объемы уровня воды на реках, благоприятствующие либо неблагоприятствующие. В этом году мы видим очень хороший пример, это как раз по Амге и по Вилюю. Вот. Ну, я скажу, что на Амгу 41 тысячу тонн мы для интереса делали свой анализ, значит, не завозилось 70-х, 80-х годов. Одной из основных задач, поставленной главой республики, председателем правительства, значит, это завести максимальный объем грузов, для того, чтобы минимизировать затраты, значит, на автозимники и прочее, прочее. По Индигирке ситуация сегодня тоже уже традиционная. В перспективе, возможно, мы по доставке грузов до МОМа будем уходить по летним речным перевозкам. Скорее всего, будем рассматривать вопросы, это уже доставки грузов автозимник. Значит, такие крупные предприятия, как ГУП ЖКХ, как Саханефтегазбыт, данный вопрос уже изучают, потому что риски очень большие. Недозавоза по навигацию, это значит опять депонация грузов, для кого-то дополнительные затраты. И в конце давайте закончим. Мое мнение, наверное, мнение окружающих, навигация, в принципе, проходит спокойно. Каких-то вот особых таких вот кризисных, форс-мажорных ситуаций не происходит. Но какой все-таки прогноз на арктическую навигацию, вообще на конец, на автозимник, когда вот довезут оставшиеся грузы? То есть все так же и будет спокойно? Относительно спокойно, Саша. Потому что сегодня, вот я скажу, этот год, конечно, очень усиленно мы работаем по
нашим рабочим группам, это и правительство, и у нас своя рабочая группа еженедельно. Мы сначала проводим заседания в правительстве, потом здесь корректировки вносим. Пока на сегодняшний день у нас предельно сложная, значит, обстановка, она по Индигирке, по крупным мегапроектам. Больших опасений у нас нету по силе Сибири. Конечно, часть нашего флота отвлекается, но мы тут тоже понимаем, что флот зарабатывает деньги. Вот. А в целом я скажу, что на сегодня ситуация контролируемая, значит, у нас навигация до середины-конца сентября будет продолжаться, пока больших разногласий ни у кого не возникает. Видимо, это как раз и говорит о том, что один раз мочалим голову всем, это на заседании правительства в оперативной рабочей группе, второй раз здесь. Вот. Ну и все эти вопросы балансируем. Я надеюсь, что в этом году у нас относительно, значит, неспокойно, а относительно хорошо навигация пройдет, для того, чтобы уже готовиться к следующему году. Юрий Николаевич, спасибо, что ответили на наши вопросы и удачи вам в работе. Спасибо.